такое остинское пиво? Вот, знаете, это вроде и простой вопрос, и в то же время сложный. Действительно, на него нельзя однозначно ответить. Какое оно должно быть? Вот то осетинское пиво, которое сегодня предлагают, да, в республике, а тут много пивоварен. Я даже точно не знаю, какое их количество, вот этих частных маленьких пивоварен, которые делают, упаковывают вот это пиво, да, время от времени, ну как шампанское, вылетает струей, иногда у кого-то и живот болит, да, вот от такого пива. Но оно имеет одну общую черту, у всех оно сладкое. Сладкое, и вот создается такой момент, что остинское пиво, оно обязательно должно быть сладкое. Ну, давно, вот, когда еще этот завод на Карла Маркса был, вот этот старый завод, там варили и остинское пиво тоже. Я помню то пиво, оно, естественно, не было сладким. Оно было умеренно горьким, темное очень пиво. Там же варили действительно сладковатое пиво, которое называли бархатным. И оно нравилось женщинам. Оно было мягкое, не очень хмельное и сладковатое. Дело в том, что там были особые дрожжи. Особые дрожжи, которые глубоко не сбраживали. Ведь принцип в чем состоит? Варят пивное сусло, которое содержит солодовый сахар. Не тот сахар, который мы в чай добавляем, а извлеченный с помощью искусства пивовара из солода. То есть натуральный вот этот солодовый сахар. Этот сахар любят дрожжи. Но, кушая этот сахар, они его превращают в спирт и в углекислый газ. Спирт, как говорится, нас веселит, небольшое количество этого спирта, а углекислый газ дает пену и насыщенность пиву. Вот эту свежесть, пивную свежесть. Если весь сахар сбраживается, тогда градусов становится больше, но уже сладости нету. И есть такие дрожжи, которые покушают этот сахар, ну и, как говорится, степенно себя ведут, как в гостях. То есть не свирепствует, не доедает его до конца. Такое пиво исходно остается более сладким. Но вот опять-таки возвращаясь к вопросу, какое должно было быть остинское пиво. Мы знаем, что на многие праздники к святилищу отправляются с изготовленным пивом. Умсашковец, да, так это говорят, бакуамс, да? Так вот, возвращаясь обратно, забирают то пиво, которое они год назад туда принесли. А вот новое пиво, молодое, оставляют там. Естественно, за год эта сладость по-любому идет. Она не может так долго сохраняться, потому что дрожжи, они свою работу продолжают, им надо жить. Это живые существа. И поскольку пока сахар есть, они его кушают, но потом они опускаются на дно. Если вы вот в бутылках с остинским пивом посмотрите, которые вот остинское, Нартон и так далее, все варианты, внизу бывает светленький такой осадок. Вот этого осадка, не бойтесь особо, это дрожжи, это не порча. Это дрожжи, это нефильтрованное пиво. Точно мы можем сказать, что остинское пиво было нефильтрованным, его не фильтровали. Это 100%. Вот. Ну а какое оно сладкое было или нет, вот вопрос таким образом открытым остается. Но вот наша гордость, я имею в виду наша осетинская, так сказать, гордость, я считаю, вот в этом должна быть, что, наверное, все-таки хмель первыми, наверное, в мире стали добавлять, ну, наши предки. Потому что они жили в этих краях, где много хмеля, да? Тот поток, вот азиатский поток с Месопотамией и так далее, он разделился надвое, и тот, который через Италию попал в Европу, он не мог принести хмель, никак, по дороге нигде хмеля не было. А вот наш поток точно должен был. Если учесть, опять-таки, что наши предки были воинами, то нетрудно представить, что они несли не только войны, не только, как говорится, победы, ну и, наверное, вот мирный такой. Во всяком случае, ни одна нация
ни в Европе, ни тем более на территории России не может привести нам указания в сказках, да, что 3000 лет назад их предки варили пиво. Мы же имеем мощный, всем миром признанный нартовский эпос, где это четко показано. Там есть и хмель, там есть и солод, ну, само собой, там есть и дрожжи. То есть шатана взяла и сварила пиво. Умница шатана. Скажите, а кто-нибудь из наших соседей ближайших варит пиво? Никто. То есть, смотрите, современное пиво, естественно, и кабардинцы варят, Нет, и даже в Грозном варили. А традиционное ни у кого на Кавказе этого нету. А это к вопросу о принадлежности эпоса тоже. То есть подтверждается еще и пивом, что наши предки варили пиво, Совершенно верно. сохранилось, А они нет. соседей его нет. Да. И кроме того, знаете что еще? С помощью их языков не расшифровываются скифские надписи. Понимаете? Не расшифровывается. То есть все-таки прямые потомки мы. Сегодня много желающих назвать, мы потомки Алам. Но доказательств